Вы смотрите новости Татарстана в субботу. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Динамика стабилизации есть, но это не повод расслабляться. С понедельника вводятся дополнительные ограничительные меры в общественном транспорте. Об эпидобстановке в республике расскажет Рамиль Галиуллин. К 6 утра за самыми выгодными ценами. Здесь всегда дешевле. Я не ходила в магазин, хотя магазин рядом. За какими продуктами на ярмарке выстраиваются самые длинные очереди, узнала Юлия Гоголева. Звезда в «Зените». О звезде волейбольного тренера Владимира Олекна Лина Зинатуллина. В «Зените» славы. Хочу сохранить эти традиции. Как сегодня живет знаменитое село Альдермыш, которому в свое время посвящали песни, пьесы и спектакли, увидел Рамиль Шайдуллин. Эпидобстановка в республике остается напряженной, но есть динамика стабилизации. Таковы итоги этой недели по коронавирусу. Их подвел сегодня Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства. С понедельника в Татарстане вводятся новые ограничения. QR-коды в общественном транспорте. Будут временно заблокированы транспортные карты невакцинированных пенсионеров. Мера вынужденная, чтобы стабилизировать ситуацию в республике. Ситуация напряженная, но есть некая динамика стабилизации. Но это не значит, что запланированные ограничения не начнут действовать. Так, уже с понедельника в республике новый порядок проезда в транспорте. От 18 и старше смогут попасть в автобусы, трамваи и метро только при наличии QR-кода, либо медотвода. По словам президента, мера вынужденная. Транспорт – место, где можно заразиться ковидом быстрее всего. Понятно, неоднозначно все это воспринимается, но у нас других путей нет. Этот путь все страны, которые ввели, они уже видят, что ситуация у них намного стабильнее. Сейчас ко дню X готовятся перевозчики по всей республике. Напомним, проверять QR-коды будут кондукторы при продаже билетов. Но в городах, где их нет, эта обязанность ляжет на водителей, например, в Елабуге. Мы поставили муниципальный контроль, АПОП и общественников, которые будут на первое время, на первый день помогать, которую организацию в этой работе. Мы увидим все проблемы, сложности, которые возникают. А на сегодняшний день водитель он будет нести ответственность за выполнение данных мероприятий. В случае обнаружения QR-зайцев штраф выпишут водителям и АТП. Наказание от 10 для физического и до 300 тысяч рублей для юрлица. Сегодня в городе 3 перевозчика. Понедельника ждут с тревогой. Кто-то может обмануть, кто-то схитрить, где-то на кого-то времени может не хватить или еще что-то. Штрафы, да, штрафы серьезные, штрафы страшные, даже вот пугает пока, ну посмотрим. С 22 ноября у непривитых лиц старше 60 лет заблокируют проездные. Именно эта категория сегодня в зоне риска. По-прежнему темпы вакцинации среди них невысокие. Прививку сделали меньше половины. Если взять койки, у нас основная часть это вот лица 60+ койки на койках. Но мы и сами стараемся их оберегать. Ну и из смертей, если взять, 85% смертельных случаев – это вот та категория. Рустам Минниханов также напомнил, что с 9 ноября предприятия должны отстранять от работы сотрудников, не получивших первую вакцину. Приближаемся к новогоднему периоду, и очень хотелось бы, чтобы и по ковиду ситуация, она идет на снижение, чтобы новогодние праздники люди как по-человечески могли как-то это... И мы могли разрешить им проводить мероприятия, ну, с учетом соблюдения всех требований. За последние сутки в Татарстане выявили 265 новых случаев ковид. В республике созданы все условия для вакцинации. На сегодня привились почти 2 миллиона человек. 1 300 000 получили второй компонент. Рамиль Галиуллин, Рания Абдрахманова, Вадим Ларионов, ТНВ, Елабуга, Казань. Почему ужесточение мер необходимо именно в общественном транспорте? Какая сегодня обстановка в госпиталях? И с чем связаны невысокие темпы ревакцинации татарстанцев? Об этом мы побеседовали с главным инфекционистом Минздрава Татарстана Халитом Хаиртыновым. Халит Саубанович, добрый день. Добрый день. Очередная неделя в режиме ковид позади. И какие тренды вы заметили за последние 7 дней? Несколько дней мы отмечаем снижение количества госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией.
эта тенденция, насколько она будет устойчивой, покажет время. Наверное, говорить об этом еще преждевременно, о устойчивой тенденции. Но то, что такая тенденция наметилась, это точно, это факт. А в чем причина такой тенденции? Несколько причин может быть. С одной стороны, это увеличение количества переболевших, достаточное количество переболевших. Затем все-таки кампания по вакцинации может давать свой результат, да, то есть уже значительное количество людей вакцинировалось, некоторые сделали повторно уже вакцинацию, ревакцинацию. Вот. Ну и в-третьих, возможно, идет ослабление вируса. Потому что вот 2 года уже пандемии коронавирусной инфекции, хотя вот появляются мутантные штаммы. Но тем временем замечаем, что в Татарстане довольно невысокие темпы ревакцинации. С чем это может быть связано? Проблема. Здесь необходимо активно объяснять нашим гражданам, что это необходимо, поскольку есть риски повторного развития заболевания. И чтобы избежать этого, необходимо проводить ревакцинацию. Можно использовать любую вакцину в зависимости от возраста. Уже с понедельника в республике вводятся новые ограничения, QR-коды для проезда в общественном транспорте. Как по-вашему, почему введение таких мер необходимо именно в общественном транспорте? Дело в том, что вот, особенность ковида осеннего этого периода, да, в чем заключается? То, что, во-первых, он вызван вот этим дельта-штаммом. Если в транспорте окажется человек больной коронавирусом, а заболевание может протекать и бессимптомно, в легкой форме. Человек может даже не знать, что он заболевает, например, да, и если рядом будут находиться люди без масок, тем более, да, то высока вероятность распространения инфекции, заражения вот этим вирусом тех, кто окажется рядом. Вот, поэтому вот эти мероприятия, они позволят, противоэпидемические, позволят снизить риски распространения инфекции среди населения. Спасибо вам за беседу. Всего доброго. В Татарстане зафиксирован птичий грипп. Вспышка произошла на перепелиной ферме в Тукаевском районе. Пришлось уничтожить более 50 тысяч птиц. Утилизированы 48 тысяч яиц и 170 килограммов мяса. Опасный вирус ранее был зафиксирован в хозяйствах Саратовской, Самарской, Оренбургской, Кировской областей, Башкортостане и Удмуртии. Сегодня на совещании в Доме правительства главный ветеринарный врач республики рекомендовал татарстанцам начать забой птиц, выращенных для собственных нужд. Рустам Минниханов потребовал от аграриев выполнять все предписания, определенные ветеринарным надзором. Лучше вовремя жестко сработать и вообще по всем предприятиям, где у нас занимаются птицей, ввести жесточайший контроль по персоналу, по требованиям, ну и по кормам, которые мы завозим туда. За последние 10 месяцев продовольственные товары в Татарстане подорожали более чем на 8%. На этом фоне островком стабильности пока остаются субботние сельхозярмарки. И как мы сегодня увидели, ажиотаж на овощную продукцию спал, очередей нет. На ярмарке мы встретили главу Минсельхоза Марата Зябарова. Он в 6:30 утра лично инспектировал торговые ряды на Липатово в Казани. Как удается сдерживать цены и как обновляется ассортимент к Новому году, Юлия Гоголева расскажет о ярмарочном изобилии. На часах 6 часов утра, а на ярмарке уже не протолкнуться. Фольклорные мотивы, чтобы настроение поднять. Очереди традиционно за томатами, огурцами и молоком в разлив. Вкусное, во-первых. Во-вторых, оно качественное. На этой площадке в Дербышках на Липатово сегодня торговали фермеры из Аксубаевского, Лаишевского районов и традиционно крупные татарстанские производители. Буинский сахарный завод, Бугульминский молочный комбинат и другие. На дворе зима, потому за провиантом жители все чаще приходят с ледянками и корзинами. Ярмарки еженедельные. Запас делают не впрок, а как раз дней на 7. Молоко, сметана, творог, масло, еще рыбки, щука. Она недорогая, вкусная. Новый год не за горами, поэтому все чаще на ярмарке стали привозить уток и гусей. Вот этот богатырь, к примеру, породы холмогоры, весит 7 килограмм. И, отдать за него придется 3000 рублей, 450 рублей за килограмм. Вам куда столько гусей? Как куда гусей? Это еще мало.
Родственникам подарки на Новый год дадим. Каждому по одной, штук 12 надо точно. Вяленые гуси у нас сейчас готовятся. Они будут готовы к продаже где-то с 10 декабря. Уже будем сюда привозить. Особым спросом на ярмарках пользуются и рыбы из местных озер и рек. Руслан Шавалеев 450 килограммов привез из Алькеевского района. Судак, сазан – это то, что любит, лещ. Например, кто мелкую любит, кто солит. Если мы видим, что к завершению или к середине ярмарки продукции не хватает, мы, конечно же, перекидываемся с других площадок, где ассортимент лишь остается. В принципе, ассортимент весь есть, ассортимент хороший. Цены, те, которые нами рекомендованы, это на 10-15, какие-то виды продуктов и 20% дешевле, чем в магазинах наших торговых сетях. Ажиотаж на картофель и морковь, которыми жители запасались в начале осени, уже спал. По словам министра, нередко овощи продавцы даже увозят обратно. Цены пока держатся на сентябрьском уровне. Ярмарки будут работать до последней субботы года. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил обжаловать решение Советского суда Казани об отказе заключить под стражу подозреваемого по уголовному делу об отравлении студентов метанолом. Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни». Напомним, в начале недели с отравлением были госпитализированы 14 молодых людей. Одна из девушек скончалась. Они для застолья закупили с рук суррогатный алкоголь. Позже бутыли перепутали с незамерзайкой. Правоохранители задержали 5 человек, один из них Ирик Галеев. По данным следствия, именно он продал контрафактный алкоголь студентам. Накануне следствие просило арестовать подозреваемого на 2 месяца. Суд не нашел для этого оснований. Прокуратура данное решение не обжаловала. Сегодня Александр Бастрыкин поручил подчиненным обжаловать решение Советского суда об отказе. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. Сегодня и завтра в республике ожидается снег, метель с ухудшением видимости, усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах возможно гололедица и снежные заносы. В связи с неблагоприятными дорожными условиями сегодня с 6 вечера и до улучшения погодных условий вводится временное ограничение движения междугородних автобусов. ГИБДД просит водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. При возникновении чрезвычайных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефонам, указанным на экране. В Лаишевском районе инспекторы ГИМС предотвратили гибель ребенка на тонком льду. Он рыбачил вместе с дедом в заливе реки Меша. Пенсионер и 6-классник могли пополнить статистику несчастных случаев на льду. Он еще хрупкий, толщиной всего 5 сантиметров. Накануне во Владимирской области погибли сразу 3 ребенка. 2 мальчика и девочка 8 и 9 лет. Они были без присмотра взрослых. Нарушителей сегодня выявляли спасатели во время рейда на озере Лебяжье в Казани. Как все было, расскажем далее. Уважаемые рыболовы, любители, выход на лед толщиной менее 7 сантиметров категорически запрещен. Итак, трижды. Однако рыбаки, которые расположились в центре озера Лебяжье, словно не слышат сотрудников МЧС. Если рыбаки не идут на берег, значит инспекторы идут за ними на лед. Прекратите вашу деятельность и вернитесь на берег. Отправляясь туда, спасатели сами рискуют. С собой они не берут и нашего телеоператора, уж больно тонкий лед. Возвращаются в компании 2 рыбаков. Здесь на первый лед будет хоть рыб маленько половить. Николай утверждал, лед уже прочный, особенно на озере. Но это на первый взгляд, предупреждают спасатели. Лед неоднородный, вы понимаете же, здесь вот толщиной 6 сантиметров. Да, у вас это вы мне говорите. Я же посмотрел, это же хороший лед. Вот таким способом производятся замеры льда. Сначала борется лунка, очищается, и затем линеечкой измеряем толщину льда. Сотрудники ГИМС при нас сделали замеры толщины льда по всему озеру и установили предупреждающие знаки. Отдыхающие на берегу получают информационные памятки. Добрый день. Наш рейд мастер по безопасности времени на льду. Хотим дать условочку почитать. Сейчас в данный момент на лед выходить небезопасно. Поэтому, пожалуйста, следите за своими детьми. Поскольку еще на данной акватории покрыто снегом, местами, возможно, имеются промоины. Просим детей, отдыхающих и рыбаков подледного лова воздержаться от выхода на лед до установления продолжительных отрицательных морозов. За выход на лед толщиной менее 7 сантиметров предусмотрен штраф от 1500 до 2000 рублей. Сейчас в каждом районе созданы мобильные группы. Они патрулируют водоемы вблизи населенных пунктов.
Главная задача – предотвратить гибель людей. Иван Сарафанов, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов и Александр Беглов сегодня почтили память митрополита Феофана. Он ушел из жизни год назад. Поминальная служба прошла в воссозданном соборе Казанской иконы Божьей Матери. На панихиду в Казань прибыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Политик был лично знаком с владыкой. Почтить память митрополита Феофана пришел и председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. После службы в Казанском соборе, которую возглавил действующий митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, участники церемонии возложили цветы на могилу митрополита. Как здесь отметили, Феофан останется для Татарстана примером служения для всех конфессий. За время работы в Татарстане установил дружеские отношения с представителями всех религий. И главным делом последних лет жизни для митрополита стало воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери, за алтарем которого он сейчас и покоится. Казани присвоен статус молодежной столицы Организации исламского сотрудничества 2022 года. Такое решение было принято на заседании правления молодежного форума АИС. Этого звания удостоились Стамбул, Шираз, Фес, Даха и другие города мира. Статус присуждается на год, в течение которого столица принимает международные события. Это событие особенно символично в преддверии празднования тысячелетия принятия ислама в Волжской Булгарии, сказал Рустам Минниханов. Напомним, в сентябре прошла его встреча с президентом молодежного форума АИС Тахой Айханом. Они обсудили, как идет работа по присвоению Казани этого статуса. Сегодня Рустам Минниханов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительства в исторических поселениях. Одобрили ряд проектов в сфере жилищного строительства в Казани. Президент подчеркнул, строительство должно сопровождаться развитием детских садов и школ. Однако из основных требований соблюдение этажности. По двум проектам на улице Петербургская возникли вопросы. Речь о гостинице и о торговом комплексе. Президент попросил изучить, как повлияет на дорожную ситуацию их строительство. Проект третьей очереди комплекса Шамовской больницы члены комиссии предложили доработать оформление фасада. Были одобрены 3 заявки по строительству жилых домов в Свияжске. Завтра налоговики отметят свой профессиональный праздник. Их поздравил премьер Алексей Песошин. Каким бы ни были вызовы времени, цель налоговых органов неизменна – обеспечение финансовой независимости и безопасности страны. Татарстан всегда отличался слаженной работой исполнительных органов. Модель социально-экономического развития республики позволила обеспечить динамичный рост экономики и качество жизни населения. Весомый вклад в это вносят налоговые органы республики, говорится в поздравлении Алексея Песошина. О них слагают песни, пьесы, но они сами никогда не считали себя звездами. Речь о жителях одного из самых известных сел Татарстана – Альдермыше. В свое время его прославило на всю страну произведение «Старик из деревни Альдермеш». Потом одноименный спектакль, а после суперхит легенды татарской эстрады Хании Фархи. С тех пор Альдермыш – жемчужина не только Татарстана. Он манит к себе гостей из других уголков страны. В этом убедились и мы в рамках рубрики «Айда Татарстан». К ним приезжал Туфан Абый Миннуллин. Вот знаете, чувствуется какое-то величие, что ли, этого места. О нем много кто слышал, много связанного с ним видел, но мало кто здесь был. И тем более в гостях у его коренных жителей. Мы в получасе езды от Казани в знаменитом селе Альдермыш, про которое слагали песни, пьесы и спектакли. Хотя это место не раз описывали в художественных произведениях, Альдермыш – реальный населенный пункт. Расположен на берегу реки Саинка. Есть школа, библиотека, дом культуры. Причем культура в местном ДК самая, что ни на есть, народная. Здесь обучают многовековым традициям. Эльмира Фахруддинова учит шить в особой татарской технике. У нас татар называется это вот бютили. Это треугольник. В основном я вот этим занимаюсь. Я свое дело показываю своей дочери в школах. Хочу сохранить эти традиции. Эти лоскутки мастерица называет приметой времени. Раньше, когда ткань была дорогой, в ход шли даже маленькие кусочки. Их приносили гости на большие праздники, например, рождение ребенка. Детское отдело должно быть разноцветное, чтобы
не сглазили. Вот я специально здесь шила такие бусинки от глаз, да. А вот эти кусочки, это как раз-таки те самые разноцветные лоскутки, которые приносили гости. Да, да, да. Местные верят сразу в две версии происхождения альдермыша – татарскую и марийскую. По первой, деревня названа в честь Дервиша, основателя казанского поселка Дербышки. По второй, альдермыш основали марийцы, и назван он в честь их ритуального ковша. Так или иначе, за деревней навсегда застолбилось имя альдермыш, которое позже не раз гремело на всю страну. В 70-е, 80-е годы к ним приезжал Туфан Абый Миннуллин. И по их рассказам, по их старинным книгам он вот написал знаменитый вот эту драму-спектакль «Альдермыштен эль-Мендер». Именно в этом доме рождалась книга, после выхода которой об альдермыше узнали читатели всего Советского Союза. А через несколько лет узнали и театралы, когда одноименный спектакль поставил Марсель Салимжанов. А вот это место наверняка узнают и те, кто здесь никогда не был. Стоит лишь услышать вот эту мелодию. Да, именно здесь 25 лет назад свою нетленку про альдермыш записала легенда татарской эстрады Хания Фархи. И если сам родник за это время практически не поменялся, то жизнь села, конечно, изменилась. О них узнали далеко за пределами республики. Слова о Сейдерика Шишмассе, как родник называют местные жители, есть и в тексте песни, которую написала поэтесса Таслима Низами. Как она сама признавалась нашему каналу, песня родилась здесь же, прямо у родника. Сделав глоток, я неожиданно для себя запела. Возвращусь в Альдермыш, спущусь к роднику. Скажите, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Мы будем готовить урама, традиционное татарское блюдо. Фания Низамиева готовит одно из древних татарских лакомств – урама. Во все века его готовили на большие праздники. В составе куриные яйца, мука, соль и сахар. Получается тесто, его режут на полоски, закручивают в трубочки и обжаривают в масле. Когда урама готова, значит, к столу ждут гостей. Обычно их много. Сегодня в многонациональном Альдермыше больше 500 жителей. Татары и русские, киргизы, узбеки и таджики. У меня вот соседи, они русские, чисто русские. Очень такой интеллигентный, воспитанный такой, дисциплинированный народ. Вот утром я выхожу, если я им спрошу: здорово, сосед, они мне отвечают на русском. А если говорю по-татарски: не халь курши, они мне: ай бетали, халлерничек, узеннека не халь. Вот они мне по-татарски отвечают. Поэтому здесь никогда и ни у кого не возникало недопонимания. Местные жители любят свой общий дом, берегут удивительную природу, а к славе родного Альдермыша относятся просто. Если ему посвящают песни, значит, он этого заслуживает. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Высокогорский район. В зале славы казанского волейбольного клуба «Зенит» на одну звезду больше. Сегодня перед началом матча с новосибирским «Локомотивом» торжественно открылась звезда Владимира Алекно. Он стал первым тренером, удостоенным места на аллее славы. До этого звезды получали только игроки. Владимир Алекно тренирует казанских волейболистов с 2008-го. При нем клуб 9 раз становился чемпионом России, 5 раз выиграл Лигу чемпионов. Всего взяли более 30 титулов и трофеев. Путь звезды Алекно к «Зениту» славы вспомнила Лина Зинатуллина. Звезда Владимира Алекно 7-я в зале славы «Зенита» и первая тренерская. Волейболистов казанского клуба он тренировал с 2008-го. 13 лет славной охоты называют карьеру Алекно в «Зените». 9 раз приводил команду к победам в чемпионате России, 5 раз побеждал в Лиге чемпионов и выиграл чемпионат мира среди клубов. А как тренер российской сборной Алекно взял золото Олимпиады 2012 в Лондоне. 15 лет назад я даже думаю, что я выпал джекпот. Тот, который сегодня помог, наверное, мне стать тем, кем я есть. Легендарный тренер всех времен народов. Это тот человек, который нам выиграл Олимпиаду. Наверное, вот этот вот титул
Звезду героя. У самого успешного волейбольного тренера страны не только звезда на Аллее Славы, но и сотни фанатов, которые сегодня выстроились в очередь за автографом. Всегда выкладывается по полной, организую свою команду. Это замечательная идея, что открыть звезду. Вот, это правильно все сделать, потому что он столько внес большой вклад в победы «Зенита». Вообще в развитие клуба. И в развитие клуба вообще. Если тренер занервничал, это повлияет и на команду, говорил Владимир Алекна. Нужно быть спокойным, но это не значит не проявлять эмоций. Иногда команду надо расшевелить. Сам Алекна быстро забывал победы и тяжело переживал о неудачах. Отсюда и усталость от тренерской работы. Для «Зенита» второе место расценивается как провал. Вот, и жить, играть, работать без права на ошибку – это далеко не просто. Алекна сегодня звезда и на игровой площадке. Перед матчем с новосибирским «Локомотивом» ему вручают специальный кубок от родного клуба. В этом кубке все награды, которые были завоеваны примем. А их 3. Мы добились огромных побед. Стали узнаваемы в Европе. Волейбол в Республике стал любимым видом спорта. Звезда Алекна зажглась. Мы его с этим поздравляем. Одно последнее, что не успел сказать за вам, дорогие мои болельщики. Спасибо, что все эти 15 лет вы были с нами. И поверьте, этот результат без вас ничего не получили. По-своему отблагодарила легендарного тренера и команда. Сегодня «Зенит Казань» обыграл «Локомотив» со счетом 3-1. В этом году Алекна завершил тренерскую карьеру. По крайней мере, пока. К работе еще не готов, рассказал он журналистам. Хотя сегодня и пришлось поностальгировать. Я, наверное, сильно постарел. Стал сентиментален. Вот, поэтому сложно дается сдержаться. Лина Знатульна, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Вот так заканчивается эта неделя. Интернет-версию прошедших итогов 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Ну а больше новостей вы найдете в соцсетях, ВКонтакте и Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Наша республика находится под влиянием обширного циклона. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблах и Азнакаево ожидается неустойчивая погода, временами со снегом, днем 0 градусов. Пасмурно и сыро в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Тепло, но ветрено в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Снег, вечером возможно метель. В Арске, Кукмаре и Балтаси температура повышенная, ветрено, снег. В Болгаре, Дрожжином и Буинске местами пройдет мокрый снег. Ветер порывистый, днем также 0 градусов. В Альметьевске, Чистой Поле, Мамадыше небольшой снег, ветрено, но тепло, не холоднее 0 градусов. В понедельник температура немного понизится. На данный момент температурный фон на 5-6 градусов выше нормы. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани облачно, снег, не исключена метель. Ночью и днем около 0 градусов. Ветер западный, сильный, порывистый. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах местами гололедица и снежные заносы. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С
1 по 30 ноября в аптеках «Икона», «Бережная аптека» и «Аптека от склада» проходит акция «Снижение цен. Покупай выгодно». Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Глазные капли Тауфон 10 мл 103 рубля. Пенталгин 24 таблетки 169 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека «Икона». Вот где выгодно!